Парковка у одного из столичных торговых комплексов. Жители ближайших домов сообщили на горячую линию главы. У них под окнами кто-то бросил свой автомобиль. За долгое время его вынужденного одиночества вандалы успели разгромить бесхозный транспорт. ГИБДД нам предоставила карточку водителя, на кого был зарегистрирован данный автомобиль. И, мы связались с этим человеком, хозяином данного автомобиля. Он, пообещал в кратчайшие сроки, автомобиль перегнать на свою территорию. В 10-дневный срок вопрос решился. Автовладелец утилизировал свою собственность. Еще 20 неподвижных машин будут убраны с улиц до конца этого года. Также поступят с незаконно установленными гаражами. После многочисленных сообщений от жителей на горячую линию главы пустырь по улице Тентюковской освободили от хозяйственных построек. Что-то было вывезено сразу на полигон ТБО, несколько гаражей, а остальные были перемещены на штрафстоянку, где и находятся до сегодняшнего момента. Далее, потом, если хозяева объявятся, они могут забрать свои гаражи, оплатив соответствующую денежку за перемещение транспорта гаражей. Свой вопрос главе адресовали и жильцы одного из сыктывкарских домов по улице Невельской дивизии. Проблема коммунальная. В подъезде нет света и батареи без теплоизоляции, а управляющая компания не реагирует. Благодаря горячей линии главы неполадки устранили всего за 3 часа. Похожая ситуация на Оплеснина 45. В первом подъезде засорился стояк отопления. Звонок на горячую линию, и тепловики привели систему в порядок. Не прошло и 4 часов. Непосредственно гражданину будет доведен, конкретно гражданину будет доведен ответ. Это может быть и письмом, и по телефону, может быть, как у нас МТА, например, они приглашают на личный прием к себе. Общественная приемная главы контролирует, чтобы ответ дошел до каждого обратившегося. А еще выясняет у позвонивших, насколько они довольны результатом. Отчет о работе горячей линии еженедельно поступает Сергею Гапликову. Иван Справедливый, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.